Веревка резанула ладонь, волокуша дернулась на кочке, песок у кромки оврага осыпался шумно и злостно, а я, упершись ботинком в корень сосны, удержал ее корпус от рывка и только сказал спокойным голосом: «Держись. Еще вдох, еще шаг. Мы вытянем тебя к свету. Не спеши, тише. Вот так. Дыши вместе со мной. Меня зовут Степан Кузьмич Лавров. Мне 73 года, живу на окраине Березовки у самого Бора, где смола пахнет детством, и тишина лечит лучше лекарств. Я расскажу историю о том, как однажды рассветный Бор поставил меня перед выбором без суеты и громких слов. Как мы с соседкой Надеждой нашли и вывели из беды молодую женщину, как мой дом стал для нее пристанью, как память возвращалась шаг за шагом, как закон пришел вовремя и поставил границы, и как простое тепло печи, хлеб на столе и работа рук удержали жизнь на ее месте. Просыпаюсь до петухов не потому, что надо куда-то спешить, а потому, что тишина на рассвете напоминает дыхание, без которого нельзя прожить и дня. В моем возрасте тишина вовсе не пустота. В тишине слышно, как затягиваются старые раны и как память шуршит, словно хвоя у порога. Когда в окне проступает молоко утреннего тумана, ставлю на плиту чугунок с водой, режу черный хлеб, насыпаю щепоть соли, привычки, что держат в форме лучше всякой гимнастики. С возрастом, понимаешь, порядок в мелочах удерживает в человеке главное, то, что не продается и не покупается. Человеческое достоинство. Хочу было взяться за топор, запастись поленьями к вечеру. Да на дворе слышу спешные шаги и голос моей соседки, Надежды Громовой. Голос у нее всегда будто с огоньком. Горячий, но не обжигает. «Степан Кузьмич, ты дома? Открой, дело неладное». Открываю. Надежда на пороге, платок на затылок сполз, глаз неподдельно испуган. Такая в глаза не станет смотреть по пустякам. «Что случилось, Надежда?» Слышала в Бору стоны. Не крик, тихо, будто человек сил уже не имеет. Я было пошла, да? Одна не рискнула. Тропа новая, просекой к оврагу. Там сосну недавно свалило. Знаешь место? Знаю. С тех пор, как буря в начале лета переломала верхушки, в нашем Бору стало больше коварных ловушек. Корни торчат, как ржавые крючья, песок осыпается у кромки оврага, а туман держится в низинах дольше, чем на полях. Я не спрашиваю лишнего. Бывают минуты, когда слово только мешает делу. Надеваю ватник, нахлобучиваю старую кепку, беру в сенях длинный шест, на плечо-то веревку, к руке складной волокуши санки, что сделал еще для лесных вылазок зимой. На крыльце оглядываюсь. В животе привычная тяжесть тревоги. Не страх, нет. Это память о всяком, что доводилось видеть. Но рядом надежда. Значит, все будет как должно. «Пойдем», — говорю. Тропой вдоль канавы, потом вправо к просеке. Бор дышит смолой. Под ногами пружинит хвоя. И по этой упругости легко понять, где земля тверда, а где глубоко сыплет песком. С каждым шагом тишина уплотняется, делаясь не пустотой, а вниманием. И вот то самое. Между шорохом веток и легким посвистом дятла слышится протяжный, еле уловимый стон. Живой. Сразу понимаю, тянуть нельзя. Доходим до просеки, где свежие пни стоят, будто коренастые стражи. Впереди овражная выемка. Кромка ее подточена дождями, внизу песок и корни, словно скрученные канаты. Чуть правее валяется та самая сосна, что недавно рухнула, оставив смоляную рану на земле. И там, у корневища, вижу силуэт. Молодая женщина в тонкой куртке, слипшиеся волосы, пальцы вцеплены в песок. Так вцепляются,
когда хочется остаться на поверхности, как бы ни тянуло вниз болью и слабостью. «Тише», — говорю, приседая рядом. «Слышишь меня? Не шевелись резко. Дыши ровно». Взгляд у нее мутный, бьет озноб. Больно. Спина. Едва слышно. «Понял. Я рядом. Зовут меня Степан. Мы тебя вытащим наверх без рывков, хорошо? Только слушайся». Надежда ловко метнулась кверху оврага, засунула под колено поваленной сосны корявую ветку, страховка от осыпания. Я тем временем подсовываю под спину сложенную куртку. Чтобы не давить на поясницу, накрываю плечи моим ватником. Теплота — первое лекарство. «Надежда, веревку. Будем не тянуть, а подстраховывать. Я веду корпус, ты принимаешь вес. На счет 3. Нет, без счета, все словами. Я знаю цену резкому движению. Позвоночник — ось жизни. К нему с топором не лезут, его слушают. Пальцами проверяю дыхание. Тепло, спазм. Руки помнят то, чему учил меня отец. Прежде чем править, согрей ткань, дай телу поверить, что ты не враг. Делаем все в темпе спокойного разговора. Я подаю плечо, удерживая ее корпус. Надежда принимает ноги. Мы не тащим. Мы перекатываем на волокушу, как катят бочку, без спешки, с вниманием к каждому сантиметру. Женщина стонет, зубы стучат от дрожи, но дыхание уже глубже, а взгляд суше. На лицах у подобных бед не бывает слов, бывает решимость выстоять. Когда волокуша опирается на край оврага, у меня с плеч будто сваливается камень. Но расслабляться рано. Перед нами путь по узкой тропе, где корни, как ступени, то вверх, то вниз, и каждый шаг может обернуться ударом в спину. Я иду сзади, удерживая санки на канате. Надежда впереди смотрит, где ступить. На подъеме мы замираем чаще, чем хочется. И всякий раз говорю: «Дыши. Сейчас выдох, потом вдох, еще шаг». Молодец. На опушке воздух уже другой, с примесью полей. Я оборачиваюсь к Надежде. Поведу к себе. Там тепло, есть все нужное. Бежать по врачам сейчас нельзя. Сперва стабилизируем. Надежда кивает. Она умеет слышать серьезное. «Я побегу предупредить фельдшера и скажу в сельсовете Константину Рябинину», — говорит она. «Пусть будет в курсе». «Скажи», — отвечаю, — «только без шума. Слухи — худшее, что можно дать человеку в беде». Надежда сжимает мою ладонь на секунду по-товарищески и исчезает между кустами. Я подтягиваю волокушу на двор, а сердце все равно колотится, хотя в руках привычная работа. В сенях пахнет сушеной мятой, берестой и старой смолой. Раздеваю женщину осторожно. Все, что давит, снимаю, все, что холодит, заменяю. Накрываю одеялом, под поясницу подсовываю свернутое полотенце, под колени — валик. Даю теплой воды с медом. Не для сладости, а чтобы согреть изнутри и сбить внутренний дрожь. Слышишь меня? Сейчас главное согреться, потом посмотрим спину. Скажи имя, если можешь. Она закрывает глаза, будто вслушивается в темный угол собственной памяти. Не помню. Все будто в тумане. Значит, не спешим. Память, как и там лесная тропа. Если лезть напрямик, заблудишься. Пройдем шаг за шагом. Выхожу в кухню, ставлю чугунок с картошкой. В печи поддерживаю красный жар. Работа руками всегда утешала меня больше всяких слов. Когда Светланы не стало, а это было так давно и все равно вчера, я спасался именно этим. Накалывал дрова, перевязывал треснувшую лопату, мазал смолой трещины в бочонке, тело гасит ураганы, пока душа учится заново дышать. Теперь вот рядом человек, у которого и тело,
и душа в развалинах. Значит, работа для моих рук нашлась. Сажусь на край табурета, наклоняюсь к сундуку. Там, под льняной скатертью, лежат мои старые инструменты. Деревянный колышек, гладко отполированный пальцами, маленький деревяшечный молоточек с короткой ручкой, пучок мягких полотенец, пахнущих хозяйственным мылом. Никакой магии, только внимание, тепло и точность. Она зовет негромко: «Степан, мне страшно». Возвращаюсь, присаживаюсь так, чтобы видеть глаза. Страх — нормальная часть дороги. Он тебя не убьет. Я рядом. Ничего делать не буду без твоего согласия. Скажи, готова ли дать мне посмотреть спину?» Она кивает. Это не жест отчаяния, это выбор. С такого выбора и начинается возвращение к себе. «Ложись на бок», — говорю мягко. От плеча до таза постараюсь согреть ткань. Если будет больно, не сдерживайся. Но гнев удерживай внутри. Мы не воюем с твоим телом. Мы ему помогаем. Я держу руки там, где кожа теплее, где мышцы еще слушаются. Сначала тепло. Потом легкое надавливание. Потом короткое и очень точное постукивание по колышку, который я ставлю на выступ позвонка через сложенное в несколько раз полотенце. Не по позвоночнику, а рядом, по мышце, задавая направленный импульс, чтобы убрать зажим. Делаю все коротко, без силы, больше вниманием, чем массой. Первый удар она выдерживает, второй срывается на крик. Крик — это не слабость, это выход зажатого. «Хорошо», — шепчу, — «дыши». Выдох длиннее вдоха. Еще серия короче, чем предыдущая. Потом пауза. Я никуда не спешу. В такие минуты сердце становится не в груди, а в ладонях. И оно слышит то, что не расскажешь словами. Дверь распахивается. Надежда врывается на порог, всполошенная криком: «Степан, ты что?» «Тихо, Надежда». Поднимаю ладонь. Все под моим контролем. Ничего лишнего. Она замирает, смотрит на орудие моей простоты, полотенце, колышек, деревянный молоточек и на лицо женщины, где боль сменяется облегчением. Надежда медленно кивает, виновато прижимая к груди узелок с чем-то теплым. Я это горячее молоко принесла и фельдшеру сказала. И Рябинин в сельсовете, он к обеду обещал зайти. Не шума ради, а по делу. «Спасибо», — говорю. «Поставь молоко на стол, оно пригодится». Продолжаю работу еще недолго. Уже вижу, как глубже ложится дыхание, как плечи опускаются, освобождая шею, как лицо перестает щуриться от боли. Любая спина — это не только кости, это история человека. И если с нею обращаться как с врагом, она ответит по-вражески. Но если говорить с ней руками, она слышит. «Довольно», — произношу наконец. «Попробуй приподняться. Не спеши». Она переворачивается на спину, потом садится. Лицо уставшее, но глаза чистые, как вода в колодце после долгой засухи. «Лучше. Словно иду по ровной тропе, а не проваливаюсь», — говорит тихо. «Это только начало. Главное — тепло и покой. Я принесу похлебку, поешь и отдохнешь». Надежда на кухне возится. В печи приятно потрескивает. Дом наполняется звуками, от которых всегда теплее. Ложка по миске, шаги по половицам, неспешные голоса. Я замечаю, как из щели в занавеске пробивается тонкая полоска света. День на полном ходу. А внутри у меня впервые за долгое время нет того тяжелого камня, что обычно сидит под ребрами к вечеру. Значит, все делаем правильно. Мы едим молча,
И это не та тягостная тишина, когда слова застряли в горле, а та, что держит равновесие. Похлебка простая, картофельная. Хлеб черный, молоко горячее. Вот и весь наш праздничный стол. Но после работы и он — праздник. «Скажи», — осторожно спрашиваю, — «что последнее помнишь? Не торопись, ищи не целые картины, а маленькие осколки. Запах, шорох, слово, тень». Она прикрывает глаза, пальцы сжимают край одеяла. Дорога, песок, вкус железа во рту, и на мгновение голос спотыкается, как на корне. Кто-то рядом, рука тяжелая, и тишина в ушах. А потом Бавр, и страшно. Надежда молча кладет ей на плечи платок. Я киваю. Не давим, не вытягиваем силой. Стук в дверь. Входит участковый. Константин Рябинин. Человек степенный, речь ровная. Лишнего не скажет, что мне в нем всегда нравилось. «Добрый день», — здоровается, снимая фуражку. Надежда коротко меня ввела в курс. Проверим, что требуется по протоколу, но без шума, как просили. «Человек нужен», — говорю. «Остальное подождет». Мы втроем садимся ближе к окну. Константин говорит негромко, как будто читает молитву. Так бережно. Не будем напрягать память. Зафиксируем самое общее. Женщина, имя. Она смотрит в точку между ладоней. И вдруг словно распахивается внутреннее окно. Алина. Алина. Имя ложится в комнате, как упавшее на стол ножом яблоко, с чистым звуком. Надежда крестится неслышно. «Алина так, Алина», — кивает Константин. «Этого вначале достаточно. Остальное соберем, когда силы вернутся. Я оставлю номер. Если что, Надежда знает, как меня найти. Вокруг дома придерживайтесь простых мер. На ночь калитку на крючок, днем не открывайте незнакомым». Провожаю его до синей. На пороге он задерживается. «Степан Кузьмич, спасибо, что не дал делу утонуть в слухах. Поспешность — худший враг правды». «Понимаю», — отвечаю. «И еще?» «Константин, сюда лишних глаз не надо. Человек у меня дома не для того, чтобы на него тыкали пальцем. Приму меры. Возвращаюсь в комнату. Алина дремлет, утомленная едой и теплом. Надежда на цыпочках поправляет одеяло. Я смотрю на ее лицо и вижу в нем не только усталость, но и силу. Ту самую, которая позволяет человеку выживать в ненастье. Внутри у меня тихо. Я беру в руки деревянный колышек и молоточек, кладу обратно в сундук. Закрываю крышку не потому, что работа закончена, а потому, что у каждой вещи есть свое время. Теперь время для тишины и тепла. Ставлю на подоконник чашку с водой, чтобы подпитывалась влагой сухость в доме. Вытираю стол чистой тряпкой, как делал всегда, когда в моем доме кто-то нуждался в покое. Сажусь к печи, подбрасываю щепоть сухих шишек, и мне кажется, что огонь дышит вместе со мной. И с ней. И с Надеждой. И с тем бором, где мы сегодня были, и откуда вышли не с пустыми руками. В такие минуты понимаю. Годы — не тяжесть, если нести их по правде. Благородство — это не слово из книжки. Это когда выбираешь сделать для другого то, что хотел бы, чтобы сделали для тебя. Алина во сне поворачивает голову. Тихо, почти беззвучно, шевелит губами. «Спасибо». Я улыбаюсь, хотя никто этого не видит. Возраст учит не демонстрировать добро, а просто делать его. Вот и делаю. Ровно настолько, насколько хватит сил. И знаю, хватит. К вечеру воздух в Березовке становится будто гуще. Выхожу на двор, смотрю на тропу, что уходит в бор. Там тени, здесь
свет. Между ними моя калитка. Навешиваю на нее крючок не потому, что жду беды, а потому, что дом — это берег, а берег держится правилами. Внутри это человек, которому нужно знать. Эта земля его защищает. Надежда у ворот машет мне рукой. Я завтра с утра зайду. Принесу бульон. И не спорь. Не спорю, отвечаю. Приходи. Она уходит легкой походкой. В ней нет суеты. Есть нужное людям рвение. Смотрю ей вслед и улыбаюсь краешком губ. Не всякому человеку выпадает счастье иметь такую соседку. Открываю дверь, вхожу на цыпочках. Дом пахнет печью, медом и свежей водой. Алина спит ровным дыханием. Я присаживаюсь на край табурета в кухне и вдруг понимаю, что за весь день ни разу не вспомнил о том камне, который бывало давил под сердцем, когда вечер подступал к окнам. Может, потому что в доме дело, а может, потому что добро всегда отжимает из души лишнюю темноту, будто сухую губку пропитывает водой. Перед сном еще раз заглядываю к Алине. Накрываю ей плечи одеялом повыше. Ночи в Березовке бывают коварные, даже летом может потянуть холодком. На столе оставляю записку крупными буквами, чтобы утром, если проснусь раньше, она не испугалась. Я рядом. Позову Надежду. Не вставай без меня. Все будет хорошо. Погашу лампу, но оставляю на полке у печи маленький огонек. Светляк, как мы с Светланой называли эту старую керосинку. У огня свое дело, он дежурит. Как и я. И как этот дом. И как Бор. Закрываю глаза, и впервые за долгие месяцы сон приходит не как гость с тяжелым чемоданом, а как добрый сосед. Негромко, без вопросов лишних, с уважением к тишине. Проснулся еще до рассветной птицы. Дом дышал ровно, как больной, у которого наконец-то спала лихорадка. Я слушал эту тишину и невольно считал вдохи и выдохи, не свои, а дома, печи, леса за окном. С годами начинаешь понимать, если хочешь, чтобы рядом кто-то успокоился, прежде сам стань тише воды. Затопил печь, поставил на край чугунника кружку с водой, чтобы пар смягчил воздух, и пошел к Алине. Она спала на боку, как учил вчера, под коленями тот валик, под поясницей сложенное полотенце. Лицо не зажато, губы не сжаты, дыхание свободное. Снял с ее лба прядь волос и тихо позвал: «Утро, не торопись. Попробуем присесть вместе». Она приподнялась медленно, словно с глубокой воды выходила на берег. Я подсунул под спину подушку и увидел в ее глазах не только усталость, но и то самое, что дороже любой мази — решимость потихоньку возвращаться. Гречневая каша с маслом и горячий чай — вот и весь наш лечебный стол. Я попросил ее съесть ложку, потом еще. Не ради сытости, ради движения жизни изнутри. После еды мы помолчали, давая телу принять и тепло, и хлеб. «Сегодня никуда», — сказал я. «Сперва закрепим то, чего добились ночью. Потом посмотрим, что спина скажет». Она кивнула. В этом кивке было доверие. Доверие — не подарок и не долг. Это путь двух людей навстречу друг другу маленькими шагами. Надежда появилась, как всегда, к первому петуху, хотя петухов в Березовке уже днем с огнем не сыщешь. Все больше часы до телефона. Она вошла тихо, поставила на стол банку куриного бульона и буханку свежего хлеба. «Не буду шуметь», — сказала шепотом. «Фельдшер в курсе». Константин обещал подойти к полудню, не тревожить утром. «Спасибо, Надежда», — ответил я. «Ты как дежурный огонь. Светишь, греешь и не обжигаешь». Она улыбнулась
И прежде чем уйти, заглянула к Алине, молча дотронулась до ее плеча. Женщины иногда говорят друг другу без слов то, что мы, мужчины, не сумеем объяснить и 3 речами. Когда мы остались вдвоем, Алина прошептала: «Я не помню дорогу сюда, а вот этот бор будто знаю давно». «У леса одна память на всех», — сказал я. «Он принимает всякого, кто приходит по правде». К полудню в дверь негромко постучали. Константин, как обещал, вошел без лишних взглядов, сел к окну, положил блокнот, но крышку не откинул сразу. «Как ночь?» — спросил он. «Спокойно», — ответил я. «Еда, тепло и тишина сделали свое». Он повернулся к Алине. «Мы никуда не торопимся. Все, что скажете, хорошо? Чего не скажете, тоже хорошо. Я буду задавать простые вопросы, как будто мы вместе идем по тропе и смотрим под ноги. Согласны?» Алина кивнула. «Вспомните запах», — предложил Константин. «Любой». Она прикрыла глаза. Смола, пыль песка. Что-то резкое, как дешевый одеколон. Хорошо. Шорох? Звук? Шины, но не по асфальту, а по гравию. Еще хлопок двери. Слово? Она замялась, потом едва слышно: «Потерпи». Лицо ее в этот миг стало белее подушки. Я подал ей кружку воды. Константин не спешил записывать, только кивал, позволяя словам лечь ровно. «Этого достаточно на сегодня», — сказал он. «Мы держим маршрут. Мне важно, что память возвращается не как буря, а как утренний туман. Медленно, безопасно». Проводив его до синей, я задержал его взгляд. «Вечером я навешу на калитку еще одну щеколду». «Верно», — коротко ответил он. «И еще. Если увидите у ворот незнакомого, не геройствуйте. Позовите Надежду, позвоните мне. Вдвойне герой тот, кто не делает лишнего». «Справедливо», — сказал я. После обеда мы снова вернулись к спине. Я никогда не повторяю вчерашний прием точь-в-точь. Тело не механизм. Оно меняется с каждым днем. Согрел ладонями поясницу, продышал вверх плеч, мягко проработал мышцы по обеим сторонам позвоночника. Колышек поставил иначе и работал меньше молотком, больше пальцем, задавая короткий, почти невесомый толчок. «Если что-то внутри начнет плакать, не запрещай», — сказал я тихо. Это скрип старой двери, которую мы открываем не ломом, а ключом. Она выдохнула, и вместе с выдохом ушел зажим под лопаткой. Я услышал это, как слышат плотники, когда доска наконец-то легла в паз. Попросил ее встать у стола, опереться ладонями о край и, не прогибаясь, перенести вес тела с пятки на носок. Движение получилось кривоватым, но получилось. С первого раза никогда не бывает красиво, бывает честно. «Хватит», — сказал я. «Для первого шага в дом вернулись. Остальное завтра». Вечером я вышел к калитке. Щеколда, крючок и деревянный клинышек под воротной доской — простые вещи, зато надежные. Я не боюсь людей, но у страха тоже есть право постоять у порога и уйти ни с чем. За оградой тропа уходила в бор, и бор уже темнел. В глубине деревни затянули гармонию, у реки залаяла собака, а над всем этим стояло такое небо, что, гляди, забудешь обо всем. Я подумал о Светлане. Не как о боли, а как о тихом огне в печи. Он и греет, и дисциплинирует. Это она учила меня не жалеть себя, когда рядом кому-то трудно. Это она первым делом подняла бы на ноги весь дом для гостей. Усмехнулся, почувствовав, как ломит плечо. Не от грусти, от усталости. Работа на пользу. Вернувшись, застал Надежду у плиты. «Борщ принесли», — сказала она буднично. «И вот компот из вишни.
Не из тех, что в магазине, а из наших, летних. «Ты как праздник без календаря», — ответил я. «Да какой там праздник? Будни спасают людей лучше выходных». Когда Алина уснула, мы с Надеждой вышли на крыльцо. Ночь была мягкая, не притворялась. «Слухи ползут», — сказала Надежда негромко. «Но я пока держу. Сказала, что у тебя племянница из города приехала, спину прихватила». Люди успокоились. «Спасибо, соседка. У сплетен есть одна неприятная особенность. Они сильнее ножа режут живого». «Знаю», — вздохнула она. «Степан, а ты как? У тебя сердце не железное». «Сердце. Как печь. Если топить, чем попало, прогорит. Если беречь жар, согреет весь дом». Мы молчали. В такие минуты молчания — это не пустота, а общая работа по переносу тяжелого. Потом Надежда поднялась, поправила платок и сказала: «Завтра с утра буду. Пирожков напеку. А ты спи, не дежурь всю ночь. Дом постережет». «Дом постережет», — согласился я и проводил ее до калитки. Я лег позже обычного. Ночь простояла тихо, как часовой у казармы. Проснулся от того, что дом позвал меня шорохом. Не тревожно, а как будто попросил выйти во двор. Я накинул тулуп, вышел. За калиткой никого, только бор шуршит. Да, кажется, сова перелетела с сосны на сосну. И все же я углядел на песке у ворот свежий след. Мужской ботинок, каблук стерт, носок скошен внутрь. След шел от тропы и уходил обратно в бор. Я не люблю делать лишние выводы, но и отводить глаза от фактов не приучен. Снял с гвоздя фонарь, прошел вдоль ограды. Нигде не тронут снег на траве, нигде не сдвинут клин у ворот. Значит, наблюдали. Не лезли, смотрели. Это даже хуже. Вернулся в дом, тихо закрыл дверь, заглянул к Алине. Спит. В кухне набрал номер Константина. Мы договорились накануне. Лучше сказать раньше, чем после. Он ответил сразу, будто и не спал вовсе. «Приду утром», — сказал он спокойно. «Идет?» «Идет». Повесив трубку, я добавил в печь пару поленьев. Жар лег на дом широким плечом. Я уселся в кресло у окна и подумал, что жить — это не стоять у порога с ружьем, а вовремя звать тех, кто должен стоять у порога с законом. Геройствовать понапрасну — дурное занятие. Герой тот, кто выдерживает меру. Утро принесло с собой бодрый морозец. Константин пришел без формы, в простой куртке, чтобы не будоражить соседей. Мы вдвоем осмотрели след у калитки, прошли до поворота тропы. Там следы путались с чужими, но в одном месте песок на кромке был свежеосыпан, как если кто-то стоял, прислонившись к сосне, и долго смотрел. «Не люблю, когда смотрят из тени», — сказал я. «Я тоже», — ответил он. «Но тень хороша тем, что ее видно при свете. Я обойду Березовку, поговорю без протокола. Есть в деревне глаза, которые видят лучше, чем камеры. Надежда». И она тоже. Он ушел. И я вдруг почувствовал, как плечи мои сами по себе опустились на место. Чужой взгляд — это как сквозняк. Не ломает дом, но делает людей настороженными. Когда знаешь, что не один, дышать легче. После завтрака Алина попросила выйти на крыльцо. На минуту. «Я хочу увидеть бор без страха. Пойдем», — сказал я и подал ей руку. Мы стояли на ступеньке и смотрели, как солнце, пробиваясь сквозь ветви, разбивает тень на мелкие кусочки. Она дышала глубже, чем вчера, и на лице было то особенное выражение, когда человек снова узнает мир, в котором живет. «Спасибо», — сказала она, — «за то, что ты не торопишь меня. Спешка любит суету, а суета любит беду. Мы с ними не дружим». Я заметил, как она на секунду задержала взгляд на моей ладони. Люди часто читают по рукам не линии, а судьбу труда.
В моей руке всю жизнь было больше дела, чем слов, и, видимо, это давало Алине покой. Вечером мы втроем, я, Алина и Надежда, пили чай у печи. Разговор не держали специально. Он сам ложился, как хворост в костер. Я рассказывал про березовскую осень, когда грибы в бору идут волнами, и как по первому морозцу иней ложится на жерди вдоль ограды. А Алина слушала и изредка улыбалась уголком рта. Так люди улыбаются, когда что-то внутри соглашается жить дальше. «Завтра я зайду еще пораньше», — сказала Надежда, собираясь. «И пирожков больше испеку». «Пирожками можно любую войну выиграть», — ответил я. «Только врагов в дом не позовем». Она хмыкнула. «Ты говоришь, как всегда, просто и в точку». Когда дом уснул, я еще долго сидел у печи, глядя на угли. Тепло в животе, крепость в руках, ясность в голове. И мысль одна, светлая. Благородство — это не орден, это привычка делать правильно, даже если никто не видит. Дом это знает. Бор это знает. И, кажется, Алина начинает это помнить. Утро взошло чисто, будто кто-то натер стекло неба до скрипа. Но в груди шевелился вчерашний след у калитки, как заноза, которую нельзя оставить без внимания, иначе воспалиться. Да и дом у меня к таким вещам чуткий. Скрипнет половица не так, и уже понимаешь. Не просто дом стар, а заботится, предупреждает, как живой, только словами не владеет, зато звуками да запахами говорит безошибочно. Поставил воду, приоткрыл дверь в комнату. Алина дышала глубоко, на губах у нее мелькнула тень улыбки, словно сон был не кошмаром, а тропой, что вывело ее на солнечную сторону, и я, не тревожа, притворил дверь и сел к печи, где тепло всегда говорит ровным голосом, будто старый друг, который не изменяет себе при любой погоде. К полудню заглянул Константин, мы коротко переговорили о следе, не суетясь, без громких слов, как люди, которые не путают чувство долга с желанием показать себя, и договорились держать дворовую дисциплину. Калитка на щеколду, улица на глаз да на слух, лишних разговоров. Ни к чему, пусть бор шумит, а мы будем шуметь только делом. Надежда, как назло, принесла пирожки теперь уже целым тазиком. Вишня, картошка, капуста. И я проворчал для вида, что много. А внутри обрадовался, ведь кухня. Это не просто пища. Это укрепление стен, которые держат не только крышу, но и дух дома. После обеда я снова согрел Алине спину, не повторяя вчерашнее в лоб, а слушая ткань, как плотник слушает доску. Если ладонь подсказывает, что гнется, значит, дави не силой, а вниманием, иначе переломишь не то, что мешало, а то, что помогало, и любая спина потом ответит тебе болячкой, да еще с процентами. Положил валик под колени, через полотенце дал пару коротких толчков колышком там, где мышца закоротила, и, когда она выдохнула и плечи опустились, сказал ровно, как говорю сам себе, когда надо дойти до конца. Теперь шаг. И мы вместе поставили ногу на пол так, будто наступили на теплый камень в мелкой речке. Сели у окна, и Алина, глядя на свет в сосновых иглах, вдруг произнесла слова, от которых воздух в комнате стал гуще. «Я помню запах салона машины, и тот резкий одеколон, и фразу, как гвоздь, «Потерпи». И это «потерпи» прозвучало так, словно кто-то чужой положил ладонь на рот. А я в такие моменты всегда снимаю с полки не только кружку с водой, но и свое терпение. Укладываю его рядом с человеком и говорю: «Говори столько, сколько в тебя помещается, остальное подождет». Она кивнула, и кивок был не для меня. Для себя это важно. Потому что память возвращается не приказом, а согласием, как птица на ладонь, если не дергать рукой. Под вечер,
Надежда уговорила меня пройтись до лавки у площади. Мол, соли прикупить да хлеб свежий взять. А я еще и за керосином загляну, потому что ночь длиннее дня, печь-то горит. Но лампа тоже свое требует. Да и дом любит, когда все на своих местах. И запас есть не для страха, а для порядка. Площадь в Березовке небольшая. Пара лавок, скамья у старой липы, да у сельсовета крыльцо широкое, на котором все новости сходятся раньше, чем по проводам, и там я увидел, как к Надежде подошел человек в темной куртке. Шаг у него косит вовнутрь, как у того следа у моей калитки, и лицо гладкое, выбритое, а взгляд мимо, будто смотрит насквозь, но видит только свое. Я не подался вперед. Я остался у лавки с солью, чтобы говорить с ним, если придется, не эмоцией, а фактом. И пока он шипел, Надежде что-то невнятное прогнилесь, я услышал в своей голове голос Светланы: «Не суетись, Степан». И послушался. Подошел размеренно, как в мастерскую, к тяжелому станку. «Вечер добрый», — сказал я ему так, будто у нас с ним общий двор. Но ключи разные. Он перевел взгляд с Надежды на меня, холодный, стеклянный, и это стекло показалось мне не крепким, а тонким, потому что за ним всегда сидит страх, только прячется под взглядом. «Вы кто?» — спросил, глотая слова. «Хозяин дома на окраине, где вам делать нечего», — ответил я ровно. Надежда в это время уже набирала номер Константина, как мы и договаривались. У каждого свое дело. У мужчины держать голос, у женщины звать закон, когда запахло бедой. Человек, которого я уже мысленно назвал Кириллом, сделал шаг ко мне, но остановился, как будто корень под ногой попался, хотя тропа была ровной. Вот что делает с человеком решимость другого стоять на месте и не пятиться. Чужой шаг сбивается, и он видит, что поле не пустое, а занято правильным расстоянием и ясными словами. «Женщина моя у тебя», — выдохнул он, словно мы спорим о мешке картошки, а не о судьбе живого человека. «В моем доме?» «Гость», — ответил я. «И до тех пор гость, пока этому дому верит. А остальное у закона спросишь». Константин подошел так тихо, что я его заметил уже рядом, но человек в темной куртке вздрогнул, как лошадь от тени. И это вздрагивание выдало в нем все главное. Он не хозяин. Он привыкает командовать страхом, а перед спокойствием всегда сдает. «Добрый вечер», — сказал Константин, и в его голосе не было ни капли угрозы. Одна процедура. Имя, документы, разговорка в стороне. И мы отошли к липе, где ветер пах листвой, а не чужой злостью. Я стоял рядом не для того, чтобы подливать жару, а чтобы быть свидетелем и держать соринку на краю поля зрения, потому что любая мелочь потом выручает, и Константин повел разговор так, как умеет человек, для которого форма не пустота, а защита слабого. И это важно, потому что иначе сильный сделает себе закон из собственного настроения. Слова текли, как вода из колодца, без брызг, зато ложились тяжелыми камешками. Сообщение о возможной угрозе, непрошенное появление у дома, предупреждение о недопустимости давления. И каждое из этих слов ставило заборчик между нами и тем, кто привык спотыкаться только об чужую слабость, а не о границе. Я вгляделся в лицо человека и увидел не только гладко выбритую кожу, но и усталость по краям глаз, ту самую, которая приходит к тем, кто все время сжимает кулаки. Когда кулак разжать, пальцы болят, а жалости к себе нет, потому что жалость — это крышка от кастрюли, испарина уходит, а вода бурлит дальше. «Пойдем», — Константин кивнул ему в сторону сельсовета. «Поговорим там, где слова записываются не слухом, а чернилами». И человек метнулся взглядом ко мне, но увидел не врага, а стену, у которой нет щели. И пошел, потому что там, где у тебя забрали право шипеть,
Остается только идти, пока шипение не превратится в глухое сопение. Мы с Надеждой вернулись в дом, как в порт в тихую погоду, и дом встретил нас тепло. Не спросом, а приемом. И я понял, что устал не телом, а тем местом, где у мужчины живет ответ за тех, кто ему поверил. И это приятная усталость, как после хорошего сена. Пахнет летом и работой, которую сделал не зря. Алина слушала, не перебивая, и в ее молчании не было страха. Там была взрослая оценка. Мир делает больно, но в мире есть люди, которые умеют вовремя подложить плечо, чтобы не рухнуть лицом в песок. А в моем доме такие слова не произносятся вслух. Они живут в движении рук и равновесии голоса. Я еще раз проверил щеколду, подперев ворота клинышком, и подумал, что железо спокойно, когда его не используют для угрозы, а дерево, когда ему дают работать по назначению, держать, подпирая, а не бить. И всякий раз, когда беру в руки деревянный колышек, вспоминаю, как отец учил: «Никогда не бей в злость, бей в точность». И этим правилом живу, потому что оно спасает от лишней крови и от дешевых побед. Утро принесло ясный свет, и я предложил Алине пройтись по двору, от крыльца до колодца и назад, медленно, будто перенося ведра невидимой воды, чтобы мышцы вспомнили, зачем они человеку, и каждый шаг дался ей честно, а честность в походке — лучшее лекарство от страха, потому что человек, который стоит на собственных ногах, уже не падает от чужих слов. Мы остановились у березы, на которой когда-то я укреплял качели для сельских ребятишек, и Алина дотронулась до коры, как дотрагиваются до старого письма, в котором осталось то, что не договаривают вслух, и сказала: «Я хочу в бор». И я ответил: «Пойдем, но до кромки, не дальше, потому что любое возвращение начинается не с броска, а с первого безопасного круга». На опушке пахло смолой, пылью и жизнью, и я услышал, как ее дыхание стало ровнее. Лес спокойно ложится на уши, если ты не шуршишь в нем лишним, и мы стояли так, пока у нее не прошла дрожь в плечах. Та самая, что приходит не от холода, а от события, которое вспоминает тело, когда слова еще не готовы. «Хватит на сегодня», — сказал я. «Мы уже сделали больше, чем требовала осторожность, и меньше, чем просила спешка, а значит, правильно». После обеда пришел Константин. Не для отчета, для разговора, и сказал, что мужчина из вчерашней встречи подтвердил знакомство с Алиной, но попытался перевернуть картинку, как переворачивают ковер, чтобы пятно оказалось снизу, и это старый трюк. Только на него плохо ложится ровная речь, потому что ровная речь — не ковер. Ее не перевернешь, она двигается только вперед. «Пишем заявление», — сказал он спокойно, и я увидел, как Алина сжала платок, но не испугалась. В ее глазах стоял свет, как у человека, который наконец-то нашел дверную ручку в темной комнате, и я поставил на стол чернила, бумагу и свою ладонь рядом. Не для подписи, для тепла, чтобы перо не дрожало от холода. Мы писали медленно, без лишних слов, как собирают с пола разбитое стекло, не торопясь, чтобы не порезаться по глупости. И всякий раз, когда у нее дрожал кончик пера, я произносил то самое, что помогает и при спине, и при документе: выдох длиннее вдоха. И перо снова ложилось на строку, а строка — на дело. Когда все было закончено, хлопнуло крыло печки, как будто дом сам поставил печать своим старым железом, и я подумал: дом принял. А в моем понимании это значит, правильно живем. К вечеру, когда небо уже красило край бора, в моем доме зазвонил телефон. Коротко, как птица, крикнула и замолчала, и я взял трубку, услышав женский голос, который дрожал, как лист в ветер, но держался. Ирина, матушка Алины, и в ее словах было столько раненой любви, что печь на мгновение погасила свой треск, будто прислушалась.
Мы говорили без подробностей, потому что подробности как соль. Их нужно класть в меру, а главное, я сказал просто: «Ваша дочь в тепле, в безопасности, в доме, где ей рады и где ее слушают». И в трубке стало тише. Так тихо, как бывает после сильного дождя, когда вода еще стекает с карнизов. Но небо уже разъяснилось. «Мы приедем», — сказала Ирина, и в этих словах не было паники. Была взрослая готовность идти до конца. И я назвал им наш дом на окраине, за последним плетнем, у бора, там, где смола пахнет детством любому, кто хоть раз падал с качелей и вставал сам, и, положив трубку, я сел к печи, положил ладони на колени и почувствовал, как внутри меня стало тихо, как в храме до литургии. В такие минуты понимаешь, что благородство — это не громкий поступок, который видит все, а дневная работа сердца, которую замечает лишь тот, кому она была нужна. И этого достаточно, чтобы усталость не стала горечью. Я дежурил недолго. Дом сам предложил подмену, печь дышала, бор шумел, щеколда держала, и я позволил себе закрыть глаза пораньше, чем обычно, потому что завтра будет день, где слова надо будет держать на весах, а руки-то наготове. И сон пришел сразу, без обходных троп, как приходит друг, который знает дорогу без фонаря. Перед тем, как провалиться в эту тихую глубину, я подумал о том, что вся наша жизнь и есть бор. В нем тени, свет, шорохи и корни под ногами, но если держаться тропы правды и не бежать, сломя голову, то даже упавший ствол однажды станет мостиком через овраг. Проснулся рано, как всегда, но в душе было не просто ровно. Светло. Будто дом заранее знал, что сегодня ему предстоит не только тепло, но и слезы радости. А такие слезы тяжелее обычных, как ведро колодезной воды, которые несут вдвоем, чтобы не расплескать. Я встал неторопливо, перебрал в голове список дел так, будто готовлюсь к пути. Печь затопить, пол слегка протереть, воду согреть, простыню сменить, на стол поставить то, что не потребует лишних слов. Хлеб, варенье, чашки, чтобы руки матерей не искали опоры в пустоте. Пока щепа подхватывала огонь, заглянул к Алине. Спала ровно, как человек, у которого ночь наконец-то перестала отбирать силы, а стала возвращать их, словно долг. Поправил одеяло, оставил у изголовья записку: «Я рядом. Если проснешься раньше, зови», и ушел в кухню, где треск сушняку всегда звучал, как уверенность, которой можно делиться не словами. К полудню во дворе послышался звук шин по пыли и негромкая мужская команда. Не властная, а сдержанная, будто желающая сказать: «Мы не гремим чужим горем». На пороге появились они. Ирина и Борис, родители Алины. Ирина едва вошла, уже протягивала руки туда, где стояла моя табуретка, где вчера Алина пила чай. И в этом движении было все, что есть в материнстве. Желание закрыть собой от ветра, от мира, от памяти, от любого сквозняка, какой только пройдет сквозь дом. Борис шагнул следом. Негромко, но устойчиво, как ставит подпорку под тяжелую доску, чтобы крыша не повела. «Она здесь», — сказал я тихо, — «в тепле и под защитой». Ирина кивнула и прошла в комнату, как идут к иконе. Негромко, не дыша, чтобы не испугать собственную молитву. Когда Алина подняла глаза, мир встал на место. Две женщины встретились, и в этом встречном движении было не прощение и не отчет, а простая и ясная правда. Живы, вместе, дышат. Я отступил на шаг, чтобы не мешать их объятиям да словам, которые говорят беззвукно, губами у уха. Борис подошел ко мне, сжал плечо крепко, по-мужски, без «спасибо». И именно потому я почувствовал эту благодарность,
как почувствовал бы тяжесть лисины на плече. Без слов ясно, что двое несут одно. Слезы в доме — это не беда, если дом умеет их держать. Я принес полотенце, поставил кипяток, подал хлеб и варенье и сел в кухне, оставив им комнату. Надежда, как по часам, появилась в нужную минуту. В руках у нее глубокая миска с куриным супом и пироги, как маленькие теплые подушки. «Ставь сюда», — сказал я. «Стол сам разберется, что важнее. Еда или молчание?» Надежда кивнула, сняла платок, вдохнула и на секунду прикрыла глаза. Есть у женщин этот удивительный дар — дышать за всех, кто пока не может. Когда они вышли к столу, Ирина уже держалась ровно. Алина тоже. Мы ели тихо, но не скорбно. Дом, печь, бор за окном делали свое. Вдыхали, выдыхали, держали стены. Слова возникали только те, что не ранят. Еда, тепло, вода, рядом. Иногда людям хватает 3 слов, чтобы устоять. К вечеру пришел Константин. Ступил на порог и мигом понял, что в доме не гость. Семья. Снял шапку, поздоровался, представился родителям и предложил говорить без суеты. «У нас есть заявление», — сказал он спокойно. «Есть первичные сведения. Нам надо двинуться дальше. Оформить показания, чтобы история перестала быть только болью и стала делом». Ирина приложила ладонь к щеке дочери и кивнула. «Говори столько, сколько сможешь. Остальное — потом». Мы сели ближе к окну. Константин задавал вопросы, которые не раздувают огонь, а засыпают лишние искры. Алина отвечала кратко. Я слышал в ее голосе не только память, но и стойкость, которая появляется у людей, когда за их спиной плечи тех, кто стоит намертво. Борис держал руку на столе раскрытой ладонью. Такой знак у мужчин, когда они готовы принять удар не словом, а телом. В конце беседы Константин сказал, не повышая голоса: «Сегодня я подам ходатайство о мерах, которые ограничат приближение. А дальше — процедура. Мы идем, не бежим». Слова легли на стол, как ровные доски. Нам не нужны были фанфары. Нам нужна была прочность. Утром я предложил Алине небольшой круг. От крыльца к березе, от березы к колодцу и обратно. Ирина пошла рядом, Борис позади, страхуя. Так мужчины и женщины всегда идут, если хотят, чтобы кто-то дошел. Женщина держит рядом, мужчина закрывает спину. У березы Алина остановилась, коснулась коры, как дотрагиваются до старой школьной парты, и улыбнулась. Не широко, едва заметно. Но это была улыбка не вежливости, а узнавания. Я здесь. Я знал. Дальше торопить нельзя. Мы вернулись в дом, и я отогрел ее спину. Пальцы сказали мне, что тепло не только на коже. Теплее стало внутри. Тело как печь. Если растоплено правильно, горит ровно. Вечером, когда печь перешла с огня на угли, я услышал тот самый шорох, который отличаю от всех других. Ни мышь, ни ветка, ни сова. Вышел во двор. Тень у калитки задержалась на долю секунды дольше, чем уходит случайный прохожий. «Добрый вечер», — сказал я в темноту. «Домов у нас немного, но чужих дел в них совсем не нужно». Тишина ответила тишиной и ушла. Я не гнался. Я вернулся в дом и позвонил Константину. Мы всего лишь закрепили правила, которые уже держали. «Скажи раньше, чем потом». Надежда, заглянувшая за чайником, подняла бровь. Вопрос без слов. «Все спокойно», — ответил я. «Дом на месте, бор на месте, люди тоже. Тогда я допеку пироги», — сказала она. «Пироги — это тоже безопасность. Люди сытые спят крепче».
Ночь прошла без грохота. Я уснул быстро, как бывает только после дней, в которых и дело сделано, и слово сказано. Снилась Светлана. Не как потеря, а как свет. Она стояла у печи и молча передавала мне полотенце. Проснулся с улыбкой и понял. Когда прошлое приходит тебя поддержать, оно уже не камень, а ступень. Я затопил печь, поставил кашу, расправил плечи, и в эту минуту в дверь постучали. На пороге. Константин. Лицо у него усталое, но в усталости стояла тихая победа. «Есть новости», — сказал он внутри дома, а не на пороге. «Мужчина доставлен. Оформлены меры, которые не позволят ему приблизиться. Дальше — следствие. Это не громкий финал. Это правильное продолжение». Ирина сжала руки у груди, Борис выдохнул широко, как выдыхают мужчины, когда снимают тяжелую ношу с плеча. Алина кивнула. В ее кивке было не облегчение, устойчивость. Внутри встала балка, на которую можно опереться. После полудня родители Алины поехали в район оформлять бумаги, встретиться с людьми, сказать глаза в глаза то, что важно сказать тем, кто держит нормы. Я собрал им в дорогу узелок, пироги от Надежды, хлеб, бутылку компота. «Вы делаете больше, чем требуется», — сказал Борис. «Я делаю ровно столько, сколько хотел бы, чтобы сделали для меня», — ответил я. Это и есть мерка. Когда они уехали, дом не опустел. В нем поселилась та тишина, в которой слышно, как дышит надежда. Я сел к печи, положил ладони на колени и понял, что усталость сегодня честная. От такой усталости спина ноет не просьбой остановиться, а просьбой лечь вовремя, чтобы завтра встать снова. К вечеру Алина попросила: «Хочу еще раз до опушки, на коротко». «Пойдем», — сказал я. «До Березы и обратно». Мы прошли тем же кругом. На опушке бор дышал смолой, как вчера, как всегда. Она стояла, вдыхала, и вдруг очень просто сказала: «Я не сломана. Мне просто больно. Но я жива». «Это самое важное просто», — ответил я. «Все остальное — дело времени и тех, кто рядом». Вернулись в дом, и в дверях нас встретила Надежда с противнем румяного хлеба. «Ставьте чайник», — сказала она деловито. «Сегодня будем праздновать обычный день». Мы засмеялись, негромко, но радостно. Праздновать обычный день — это и есть самая верная победа над любым страхом. Вечером печь светила углями, бор тянул смолой, дом держал нас всех не только стенами, но и привычками. Я подумал, если бы у благородства были плечи, они пахли бы печным теплом и сосновой смолой. И еще свежевыпеченным хлебом. Прежде чем погасить свет, я заглянул к Алине. «Завтра отдохнем до полудня», — сказал я. «Потом короткий круг и чай на крыльце». «Как скажете», — улыбнулась она. «Мне нравится, как здесь все называют своими именами». «У вещей есть имена», — ответил я. «Если их не путать, они служат долго». Я вышел в кухню, прислонился спиной к теплой печке, закрыл глаза и поблагодарил день за то, что он обошелся без героизма и без крика, а сделал свое тихое, нужное дело. И понял. Настоящий герой — это не тот, кто лезет на рожон, а тот, кто бережет жизнь, честь и меру. Поутру почтальонка оставила у калитки письмо. Конверт простой, почерк неровный, но старательный. Ирина писала одну строку, Борис дам другую. Благодарили за дом, за тепло, за то, что нашлось место для их дочери, пока они выпрямляют кривую дороги, и просили беречь себя. Я прочитал письмо вслух, стоя у печи, и понял, что в моей груди тихо звенит струна. Ни гордость, ни слава, простое человеческое «надо».
С этим надо и живут люди, на которых держатся дома и боры. День прошел в делах малых, но необходимых: дрова, починка ручки у калитки, проветривание комнаты, где спит Алина. Вечером мы вышли на крыльцо втроем. Я, Алина и Надежда. И молча смотрели, как солнце проходит меж сосен, оставляя в траве светлые дорожки, будто показывая нам тропы на завтра. «Ничего», — сказала Надежда. «Пройдем». «Пройдем», — повторил я. Алина кивнула. У нее получился самый важный кивок, тот, что не требует доказательств. Ночью бор шумел убаюкивающим шумом, и, засыпая, я подумал, в каждой жизни есть теплая точка, к которой можно возвращаться взглядом. Кому-то Адам, кому-то люди, кому-то лес. Мне повезло. У меня есть все сразу. И пока это все держится вместе, я знаю, хватит сил поднять еще одного человека, когда придет его время встать. Утро пришло простым и ясным, как чистая тарелка на столе после хорошего ужина. Дом дышал уверенно, печь держала ровный жар, и я подумал, что такая тишина заслугана. Ее не дают даром. Ее зарабатывают делом и мерой. Я приготовил кашу, вскипятил чай, открыл настежь окно на кухне, впустил запах хвои и влажной земли. В такую минуту легче всего понять. Мы не победили никого, мы просто удержали себя на своем месте. И этого достаточно, чтобы жить дальше, без хвастовства и злобы. Надежда, как и обещал я ей когда-то, пришла за своей спиной. Улыбнулась, но улыбка была осторожной. Боль не любит шуток, хотя и уходит от смеха быстрее. «Будем делать все размеренно», — сказал я. «Садись боком, плечи свободно, дыхание ровно». Я согрел ее поясницу, легко проработал длинные мышцы вдоль позвоночника, поставил колышек через плотное полотенце, дал несколько коротких точных толчков молоточком. Надежда зашипела, как печь, в которую кинули смоляную щепку, а потом распрямилась. «Ну вот», — сказал я. «Встань, пройди по комнате, только без геройств». Она прошлась, остановилась у окна, посмотрела на боры и засмеялась. Негромко, зато от души. «Будто занозу вынули», — сказала. «Ты не только дома лечишь, ты и людей на место ставишь». «На место ставит не человек, а порядок», — ответил я. «Я всего лишь помогаю вспомнить, где у кого свое». Ближе к полудню приехал следователь из района, молодой, но взгляд неторопливый. Такой, что не любит пустых слов. Поздоровался, сел к окну, где мы обычно разговариваем о важном, и изложил спокойно, без громких жестов. Что уже сделано, что предстоит, какие шаги в какие дни. «Нам важно беречь человека», — сказал он, кивая на комнату, где Алина отдыхала после короткой прогулки. «Бумага идет своим ходом, но без вас она бы шла по-другому». «Бумага нужна», — ответил я. «Но у человека тем временем спина и сердце болят. Мы держим тепло, вы — порядок. Так и дойдем». Он поблагодарил коротко. «Я ценю такую благодарность. Она без сахара, зато без фальши». На следующий день Алина с родителями поехала в район вместе с Константином. Я собрал им в дорогу бутерброды, сладкий чай, в термосе пару пирогов от Надежды. На пороге сказал Алине: «Возвращайся не усталый, а ровный. Усталость пройдет, а ровность останется». «Постараюсь», — ответила она и на секунду задержала взгляд на моих руках. В таких мгновениях люди благодарят сильнее, чем словами. Когда они уехали, дом не опустел. Он будто встал на караул вместе со мной. Печь дышит, окна держат свет. Калитка на щеколде. Я вышел к бревенчатому столбу у ворот, проверил клин под створкой и подумал, что в мире нет ничего надежнее вещей, которые служат по назначению. День я провел в делах. Подлатал кромку лавки у крыльца,
Заменил веревку на ведре, наточил нож, перебрал травы у печи. Делал спокойно, без толчков, и чувствовал, как каждое простое движение ставит на место мысли. В обед сел у окна, глянул на просеку, где мы с Надеждой вытаскивали Алину, и поблагодарил мысленно лес. Лес не слушает слов, зато слышит отношения. Если пришел по правде, он тебе поможет. К вечеру вернулись. Лица усталые, но не выжженные. В глазах ровный свет. Алина села на табурет, согрела руки о кружку чая, сказала: «Дорога прошла не зря. Теперь все идет своим ходом». «Дом рад», — ответил я. «И печь тоже. Печь любит, когда люди приходят не ссориться с огнем, а греться». Ирина едва заметно улыбнулась, а Борис опустил ладонь на стол, как кладут на место тяжелую книгу. Не бросают, не прижимают, а просто кладут. В такие жесты и веришь. Наутро Алина сказала так, будто внутри у нее созрела тихая мысль. «Я поеду с родителями на время. Надо много оформить, много решать. Но вернусь сюда, когда все станет на рельсы. Если можно». «Дом тебя услышал», — ответил я. «Возвращайся тогда, когда шаг у тебя будет не из страха, а из спокойствия». «Я бы и не уезжала», — вмешалась Надежда. «Но понимаю. Порядок важен, пока порядок не станет привычкой». «Верно», — сказал я. «Привычка к порядку. И держит нас». Перед дорогой мы сели вместе. Я, Алина, Ирина, Борис, Надежда. На столе борщ от соседки, картошка, хлеб, варенье, чай. Все то, чему не нужно объяснений. «Я думала, что доброта — это чувство», — сказала Ирина. «А оказывается, это еще и распорядок, и щеколда на калитке, и чистое полотенце на спинке стула. Чувство без дела, как печь без дров», — ответил я. «Тепло помнишь, а согреться нечем». Мы ели неторопливо, говорили только ровные слова, а потом вышли на крыльцо, и я посмотрел на Алину. В ее взгляде стоял тот свет, который остается у человека, прошедшего через тень и не принесшего тень с собой. Они уехали рано, чтобы успеть сделать больше до полудня. Я долго смотрел вслед. Пыль на дороге осела быстро, а внутри еще стояло ровное гудение дня, который только начался. Вернулся в дом, протер стол, сложил в сундук колышековый молоточек, прикрыл крышку ладонью. «Еще пригодитесь», — сказал я инструментом. «Но пусть будет позже». Под вечер заглянул Константин. У калитки мы постояли немного, глядя в одну сторону. На просеку. Он сказал: «Пошло по рельсам. Будет непросто, но предельно понятно». «Понятность иногда дороже легкости», — ответил я. «Люди держатся за ясность, как за поручень на крыльце». «Держитесь», — кивнул он. «А если что, зовите. Мы рядом не для отчетности». Ночью дом был особенно тих. На табурете у стола пустовало место, где сидела Алина. Но пустота была не холодной, а теплой, как подушка, где только что лежали плечи. Дом умеет хранить тепло, даже когда человек уходит по делу. Я подбросил в печь полежка, сел и прислушался. Печь дышит. Бор шумит. Щеколда держит. Все как должно. Утром выпал первый легкий снег, занавесив корни у тропы, сделав бор чуть светлее. Я взял веник, смел ступени, чтобы никто не поскользнулся, даже если зайдет незваный. «Ну что», — сказал я дому, — началась другая глава. Будем читать не спеша. К полудню пришло письмо от Алины. Коротко, по делу и по сердцу. Благодарила. Писала, что идет по шагам, не спотыкаясь, потому что рядом родители и закон. Спрашивала, как печь, как бор, как Надеждина спина. Я ответил так же просто.
Рассказал про первый снег, про ровный жар, про то, что спина у Надежды выпрямляется, а шаг становится тихим и уверенным. И добавил: «Дом ждет тебя спокойно, без спешки. Лес там тоже». Мы с Надеждой вечером опять пили чай у печи. Она смеялась, без суеты, как смеются люди, когда у них перестает болеть. «Знаешь, Степан, — сказала она, — в деревне часто думают, что герой — это тот, кто громче всех. А выходит, что герой — тот, кто тихо делает, как надо. Любая крыша держится не на громких словах, а на незаметных балках», — ответил я. «Просто балки не болтают, они работают». На следующий день я прошел до опушки один. Постоял под сосной, где когда-то мы тянули волокушу, вдохнул смолу. Внутри стало ровно. Я поблагодарил лес и пошел обратно. Есть дороги, по которым надо идти вдвоем, а есть дороги, что проверяют твою одиночку на крепость. Сегодня была вторая дорога, и я прошел ее без суеты. Вечером в дверь постучали. Я открыл. На пороге стояла Надежда с теплым хлебом. «Без повода», — сказала и улыбнулась. «Лучшие поводы без повода», — ответил я. «Ставь на стол». Дом знает, что с ним делать. Мы разлили чай и подожгли свечу на полке не от необходимости, а от уважения к темноте. Когда в доме горит маленький огонек, ночью не страшно пройтись до окна. Огонь — это не мой разговор о главном. Перед сном я перечитал Оленина письмо, сложил его аккуратно и убрал в ящик у печи. Там лежат такие бумаги, где не подписи важны, а тепло слов. Погасил лампу, оставил на дежурстве угли. Лег и понял. В жизни каждого человека должна быть точка опоры, на которой можно повернуть тяжесть и сдвинуть ее. У меня эта точка — печь, лес и работа рук. У Алины — ее решимость и люди рядом. У Надежды — ее смех, который не делает вид, что боли не было, а просто идет дальше. Утро встало без особых новостей. Я поднялся, затопил печь, приготовил кашу, открыл окно, впустить бор и его тишину. «День как должен», — сказал я вслух, — «и это лучший из дней». К вечеру с зарядом ветра сошел тонкий снег. У крыльца стало чуть влажно, пахнуло сыростью. Я смел ступени, подпер щеколду клином, проверил, как держится ручка на ворота, вернулся в дом. Печь светила углями, как всегда. Дом держал тепло, как всегда. В груди у меня стоял тот самый тихий свет, который приходит не от победы, а от правильной дороги. Я сел у печи, положил ладони на колени и тихо сказал сам себе: «Благородство — это когда делаешь правильно, даже если никто не смотрит». И стало совсем спокойно.